Наверное, вы еще здесь. Спаси тебя, Господи. Спасибо, слава Богу. Да, да. Ну, давно потом уже пошли, потому что там делеты даже свечи. А вот. Я ее не знаю. Только я знала, что в нее... Это все водички, собственно. Не достанешь тряпки. У меня великий родился. У вас американская церковь? Нет, то есть это принадлежит заграничным. Я знал, значит, Серафим, да, Роуз. Нет, он был в Калифорнии. Он сам такой действительно большой русский, иногда американский. Очень благодарна монастырю, просто мы часто имеем возможность смотреть книги для нас. Из лестницы там все уже прям
стоять не знаю. Вот. И когда же до нас проходит, а тут уже все. И потом там Здесь не забывай, у нас там вся комната, значит, в подвале, там, значит, да. Держит весы. На весах добрые, злые дела. Вот. Причем, как сказать, видите, здесь бес тянет немножечко, а здесь ангел. Вот. И, допустим, если за тебя есть какое-то заступничество, то может перевесить. Вот на этой иконе изображается праведник, у него перевесили добрые дела. Вот. Ну и судить нас будут, естественно, по тому, что здесь написано. Вот первый грех — гордость. Вы обратите внимание, что гордость, она стоит впереди даже всех прочих грехов, даже убийства. Казалось бы, душевное качество. Да. Казалось бы, душевное качество. А гордость — это свойство, было свойство и главное свойство Деницы, падшего ангела, и главное свойство все-таки было Иуды, который предал Спасителя. Вот, это гордость. И это будет главным свойством Антихриста, который придет и захочет, он даже захочет быть, как бы, противоборствовать Господу самому, и самому быть хозяином мира и вселенной. Вот такая безумная гордость будет. Он будет совершенно искренне это исповедовать, и многие будут также исповедовать, если за ним они поклонятся ему. Вот и страшное время будет, не дай Бог нам даже. Вот. Ну и дальше идут. Кстати, Исаксизм писал о том, что вот мы иногда совершаем различные прегрешения, вот, и убийства там, и различные прегрешения делом. А на самом деле не знаю, что в сердце нашем есть еще более страшные грехи. Как раз он писал о том, что есть такие грехи, как гордость, зависть, осуждение, клевета, осуждение, которые тоже приравниваются к убийству. Вот. Это все страсти, которые действуют в нашем сердце, они как бы никаких за собой дел не ведут, не обязательно ведут. А тем не менее, за них мы будем осуждены и пострадаем. Вот. Эта икона, видите, древнейшая, она даже вся выделилась. Была сложная техника. Иконописи, клей был. Интересно, что клей был вот костяной, которым сейчас клей, так называемый столярный. Он выдержал время. Многие пытаются другим клеем клеить. Я просто сам делал иконы, и нас экран даже интересовал. Вот этот клей он выдержал века. Треснуло, а здесь это все склеено. Все доски иконы, они все клеят. А вот здесь, видите, нет треснуло. Здесь там уже употребляется серебряная амальгама. Обычно золотая, а здесь серебряная. Всего нужно говорить
царство небесное и сын. Вот, знаете, как ивановский богач, который умер и просил Господа, чтобы его вернуть в своем мире, чтобы он объяснил, как он спрашивал. Сколько они были очевидцами, свидетелями. Вот. И будут судить по тому, как люди сохранили истинную веру. Вот наша православная вера, она все-таки истинная, она так, как была передана от апостолов. Где-то в других церквях уже немножко было опущено что-то. Вот таким образом. Ну вот, я вам показал весь Успенский собор. Здесь можно, конечно, рассказывать очень много. Каждая икона здесь является, она несет за собой какую-то историю, столько поклонений. Один батюшка как-то говорил, я у него спрашивал, что такое чудотворная икона? Он говорил, такая икона, перед которой пролито больше всего слез. Конечно. А все это 50 икон. Не,